мы уже много-много лет, мы просто делаем видео-документальные свидетельства, собираем медицинские документы, и как бы у нас есть даже набор нотариально заверенных медицинских документов, то есть о снятии диагнозов, да. Невероятно. Я не знаю, существует ли в этом мире вообще еще какой-то другой центр, у которого был бы вот такой набор документальных свидетельств. Mən bilmirəm dünyada ümumiyyətlə bizdən başqa belə bir mərkəz var ya yox, amma mən faktla deyə bilərəm ki, bizim əlimizdə sənədli materiallar var ki, filmlər var ki, hansı ki biz onları uzun illərdən bəri video olaraq çəkib özümüzdən saxlayırıq və eləcə də filmdən əlavə, videolardan əlavə sənədlər var ki, əvvəl bu uşaqda autizm sindromu var idi. Bu gün artıq həmin sindromun olmaması barədə təkrar notarial təsdiq olmuş həkim rəyi var. Я хочу важную вещь рассказать. Когда люди слышат такую фразу, что снятие диагноза аутизм, они сразу же не верят, и они правы, потому что в мире таких случаев, ну, наверное, либо немного, либо вообще нет. В основном, вот я смотрю, дети, которые к нам приходят, да, им родители не идут снимать диагноз. Почему? Потому что просто забывается про этот диагноз. Скажем, приходит ребенок в 4 года, да, к школе он уже полностью восстановился. Кому уже интересен этот диагноз? Просто его уже больше просто не подают никуда. Все. Да, когда речь идет о тяжелых случаях аутизма, то там снятие диагноза идет поэтапно. То есть сначала снимается диагноз аутизм, у нас таких детей очень много, это меняется на другой диагноз, на задержку речевого развития или задержку психоречевого развития. Потому что понятно, что если ребенку 10 лет, он не разговаривал, и вдруг он как бы вот, стал здоровым, понятно, что у него есть очень большой пробел в знаниях и в речевых навыках. Поэтому меняется на задержка речевого либо психоречевого развития, а потом уже это тоже снимается. Deməli, ağır vəziyyətlərdə olan... Yox, məsələ burasında autizm diaqnozunun götürülməsindən daha çox bizdə diaqnozun dəyişməsi faktları ilə bağlı sənədlər daha çoxdur. Çünki biz... Mənə elə gəlir ki, valideynlər bir balaca düşünməlidir. Спасибо вам большое, что вы есть у нас. Спасибо за вашу дружбу. Мы такой народ, что мы умеем выбирать своих друзей, и если друзья нам верны, мы вдвойне благодарны им. İndira xanım təşəkkür edir. İşləyirsiniz, biz belə bir millətik ki, dostlarımızı seçə bilirik və onlara da sadiq ol. Yosifa xanıma verəcəm Zavaş Trud. Zavaş Lyubov. Çox sağ olun Yosifa xanım. Uşaqlara belə gözəl sevgi verdiyinizə görə Allah bütün balaları amanında saxlasın mənim əzizlərim. Sabah yenə eyni saatda çıxış yolunda sizinlə görüşürük. Özünüzdən müğayət olun.